Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня я нахожусь в Сыктывдинском районе. Здесь проходит акция «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию Великой Победы. И суть акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Изначально в республике планировалось высадить 53 тысячи саженцев в памяти об участниках войны, павших смертью храбрых на полях сражений и умерших от ран. Но благодаря неравнодушным людям, общественным организациям и предприятиям, сегодня на территории республики высажено уже более 126 тысяч саженцев в память о всех героях, которые приближали Великую Победу. Я хочу от души поблагодарить каждого, кто поддержал эту акцию. Уверен, что это только начало хорошей, доброй традиции, к которой присоединятся еще немало жителей республики и страны. Вообще Республика Коми – это лесной регион, и здесь к лесу отношение людей всегда было особенно бережным. Поэтому вопросы сохранения и восстановления лесов мы уделяем особое внимание. В рамках нацпроекта «Экология» сегодня реализуется региональный проект сохранения лесов, к которому в 2024 году мы должны выйти на 100% восстановление всех вырубленных и погибших участков леса. Конечно, важно лес не просто посадить, но за ним ухаживать, беречь от огня, от незаконных вырубок. Именно этим занимаются работники наших лесничеств. Но и от нас самих, жителей республики, зависит очень многое. Поэтому мы также участвуем в этих акциях, как сегодня, и своим бережным отношением к природе можем помочь в деле сохранения наших лесов, нашего богатства. Мы продолжаем оказывать помощь нашим фермерам. На днях были определены получатели грантовой поддержки сразу по нескольким направлениям. По направлению «Агростарт-ап» 8 победителей конкурса получат государственную поддержку в размере от 600 тысяч до 5 миллионов рублей, благодаря чему будет создано 6 новых фермерских хозяйств, которые займутся разведением скота, мясного, молочного направления. Также появятся фермы по разведению индюков, по выращиванию и переработку малины. Еще 3 начинающих фермера и 3 сельхозкооператива получат в общей сумме более 14 миллионов рублей и смогут направить эти деньги на техническое переоснащение своих хозяйств. 5 фермеров получат гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 53,7 миллиона рублей. Эти средства пойдут на расширение производства. Выделенные бюджетные средства по всем грантовым направлениям позволят создать, самое главное, это новые рабочие места на селе. И в окончание несколько слов об эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 1518 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил, к сожалению, сегодня 38 человек. И под наблюдением сегодня под медицинским 1507 человек. Выздоровело 875 человек и за минувшие сутки 20. Сегодня мы идем с отрицательной арифметикой, выздоравливаем меньше, надо выздоравливать больше. Уважаемые жители республики, прошу, еще раз напоминаю, не забывать об ограничительных мерах. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и о своих близких. Особенно, я еще раз обращаюсь, будьте аккуратны, люди пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания. Старайтесь ограничивать число своих контактов и круг общения. Уважаемые жители республики, это все, что я сегодня хотел вам сказать. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.